Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. Сегодня состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Повестка дня посвящена подготовке к предстоящим играм. Наибольший интерес вызывает пункт, посвященный выбору места их проведения. В качестве приоритетного варианта рассматривается австралийский штат Квинсленд, административным центром которого является Брисбен. Помимо него, желание принять летнюю Олимпиаду 1932 года ранее озвучивали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чжэнцун. В разное время заинтересованность в играх проявляли также Джакарта, Нью-Дели, Стамбул и Санкт-Петербург. И рассматривались варианты совместной заявки КНДР и Республики Корея. Помимо этого, исполком затронет тему подготовки Токио к играм 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Московский «Спартак» после поражения подольского «Витязя» от хельсинского «Йокерита» вышел в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Витязем» завершился со счетом 3-2, а ранее во вторник «Спартак» разгромил Сочи со счетом 6-1. Благодаря данным результатам красно-белые досрочно обеспечили себе место в плей-офф. «Спартак» набрал 62 балла в 58 матчах, у ближайшего его преследователя «Витязя» 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по 2 встречи в регулярном чемпионате. «Витязь» потерял свои шансы обогнать московский клуб. В следующем матче «Спартак» 25 февраля примет Новосибирскую «Сибирь», а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с «Витязем». Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли московский ЦСКА, Санкт-Петербургский СКА, Московская «Динамо», Ярославский «Локомотив» и другие. От Востока в плей-офф сыграют Казанский «Акбарс», Омский «Авангард», Магнитогорский «Металлург», Уфимский «Салават Юлаев» и Нижегородская «Торпеда». Таким образом, определились все участники 1/8 финала Кубка Гагарина. Продолжаем хоккейные новости. В Якутске завершился открытый городской чемпионат по хоккею. В состязании приняли участие 17 команд из города Якутска, а также Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. Всего 255 участников из 3 лиг. Это ветераны, 2-я и высшая лиги. Подробнее расскажет Саргалана Неустроева. Крики болельщиков, стук клюшек по полу и нешуточные эмоции. Почти год якутские хоккеисты не выходили на лед здесь, в Ледовом дворце Элей-Ботур. В прошлом году регулярные состязания были прерваны еще в марте в связи с эпидемиологической ситуацией. В прошлом году весь год были соревнования. К сожалению, в марте закончили, и у нас получился один тур недоигранный, половина тура. Да, по результатам 2 туров не стали победу никому отдавать. Конечно, 8 месяцев пропустили, но активно играли на улице, на грейсе был каток. Ну, то есть форму поддерживали. Форму, надо сказать, удалось поддержать на прежнем уровне. И, как и в прошлых годах, достойно выступить с давним противником – командой «Якутскэнерго». Правда, как признаются ветераны, одержать победу удалось во многом благодаря отсутствию лидирующего спортсмена противников. Основной игрок «Якутскэнерго» был выключен, но, к сожалению, не принял участие в игре в связи с травмой. Поэтому нам было чуть-чуть полегче. А так это каждый год заруба, поэтому приятно посмотреть. И в этом году был у нас усеченный чемпионат. Мы обычно регулярку проводим в 3 тура. В этом году провели в 1 тур, поэтому быстротечно так за февраль месяц закончили. Обычно растягиваем с ноября по апрель месяц. В чемпионате также приняли участие и команды из других районов республики. Так, команде «Сокол» удалось завоевать 3-е место среди своей лиги ветеранов 40+. По итогам соревнований первые места в 3 лигах завоевали команды «Ветеран», «Норд» и «Якутск-1». Вторые места – «Якутскэнерго», «Якбор» и «Якутск-2». 3-е же место осталось за командами «Сокол», «Полярник» и «Сборная-2». Саргалана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжим следить за событиями в мире спорта.